Альдона, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Перед выходом на сцену артист всегда распевается. Вы как-то готовились к нашему интервью? Признаться честно, я сегодня не распевалась. Хотелось, конечно, распеться, но, учитывая ограниченного времени, я не успела этого сделать. Почему вы долго собирались к нам? Я бы не сказала, что я долго собиралась, я больше настраивалась психологически. Прежде чем мы с вами начнем обсуждать, перейдем к основным вопросам, я хотела бы для себя знать, какие темы мне лучше не затрагивать, то, что вы не хотите обсуждать публично. Но это темы, которые, наверное, касаются именно личного характера, более конфиденциального. Хотя зрители иногда такие вопросы интересны, но я учту ваши пожелания. До начала нашего интервью вы сказали, что вас смущают камеры, что вам трудно раскрыться и вообще говорить в присутствии камер. Но мне это непонятно, потому что когда вы участвовали в проекте «Голос», большая сцена, возможно, там придирчивое жюри, зрители, много-много света, яркости и так далее, но вы так уверенно держались на сцене. Как это у вас получалось преодолеть свой страх? Я работала над собой. Это даже была некая такая внутренняя борьба, потому что я понимала степень своей ответственности, что я представляю свою республику, и для меня это всегда очень трепетно и важно, чтобы это всегда было очень красиво и достойно. Другие участники интересовались тем, откуда вы, какой народ вы представляете, наши традиции. Были такие разговоры? Ну, прежде всего хочется сказать, что у нас была очень хорошая команда, была и есть. Мы по сей день, я не могу сказать, что мы постоянно, часто видимся, но мы сохранили то тепло, ту энергетическую связь, которая нас связывает. Александр Борисович Градский сумел создать эту теплую атмосферу, домашнюю. После репетиции, когда мы готовились к проекту, мы занимались у него в студии, а после мы проходили к нему домой, то есть в гостиной, сидели, смотрели наши слепые прослушивания, обсуждали, он устраивал такой разбор, комментировал, это было очень приятно. Ходили такие разговоры, чтобы попасть на проект «Голос», нужно иметь либо большие связи, либо большие деньги. Ну, возможно, так оно и есть для кого-то. Но в моем случае это был его величий случай. То есть это было случайно? Я считаю, что это было чудо, Божие чудо, что Бог мне открыл и показал, что невозможное возможно. Но если посмотреть с другой стороны, я не была психологически и внутренне готова. То есть мое состояние не было готово к такому масштабному проекту, я бы так сказала. И, возможно, поэтому я так быстро слилась. Вы отправляли на кастинг видео с песней? Да, я отправляла на кастинг видео с песнями. Спустя некоторое время я получила подтверждение о том, что со мной связались непосредственно, сказали о том, что я прошла и меня ждут в Москве, в Останкино, в студии Останкино. В это время я готовилась совершенно к другому прослушиванию, классическому, который проходил в Большом театре. Это молодежная группа. Занималась я тут с нашей замечательной пианисткой Белой Саидовной Ахба. Причем я хочу ее поблагодарить, потому что она постоянно всегда рядом со мной, поддерживает меня во всех моих делах и начинаниях, очень верит в меня. Вы готовились, я так понимаю, к одному прослушиванию, но попали в другую среду. Получается, что я поехала на это прослушивание в Большой театр, но там очень такая атмосфера, конечно, недружелюбная. Если смотреть тоже на контрасте, с «Голосом», там была такая атмосфера, потрясающая атмосфера, очень добрая, очень теплая. Хотя вы были конкуренты друг другу, но это не ощущалось. Мы были единой командой.
Вообще в творческой среде это возможно? Без зависти, без конкуренции, быть искренней? Насколько это было искренне и честно, ваша дружба? Я считаю, что все было искренне. То есть время от времени мы встречались, мы посещали концерты, гуляли, ездили на дачу, жарили шашлыки, э, звонили Александру Борисовичу Градскому по видеосвязи и общались с ним. Ему было очень приятно, что мы вот так сплоченные, что у нас такая дружная команда. Я думаю, что он гордился нами. С кем-то из этих ребят вы сейчас общаетесь, дружите? Мы общаемся с ребятами, но непосредственно это Селим Аллахяров, с которым я пела в дуэте, который, собственно, победил шоу «Голос». Я искренне рада за каждого участника нашей команды. Большая часть команды трудоустроена в театре «Градский холл». И они развиваются творчески, и рядом с ними такой мэтр, такой музыкант, как Александр Борисович. Мне это безумно приятно. Кто-то нашел свою судьбу в театре. Мы следили за проектом, и мы следили за вами, болели за вас. И всем казалось, что Градский особо выделяет вас, что к вам относится, что вы ходите в его любимицах, потому что он так тепло отзывался о вас, о вашем таланте. И даже где-то был фрагмент, что он пригласил вас в свой театр. Но дальше развитие не получило его предложение. Почему так произошло? И вообще удивительно, что он выбрал другого участника, а не вас. Вы как-то потом в приватной беседе говорили на эту тему? Почему он сделал такой мы выбор? говорили с ним на эту тему. Но он это мотивировал тем, что он считал, что и считает по сей день, что мне нужно петь в оперном театре. Он сказал: ну ты не будешь развиваться в моем театре, это не твое место. Это более, как это сказать, предназначено для эстрадного жанра. Вы не поете в эстрадном жанре? Разве не поете? Я начинала вообще свой творческий путь с эстрады. И я хочу сказать, благодаря Джансуху Ивановичу Чамагу. Он оставил большой след в моей жизни. Я могу сказать, что благодаря Джансуху Ивановичу я получила гнесинское образование, потому что все каналы, которые были для поступления в те или иные вузы российские, это были каналы Джансуха Ивановича Чамагу. Я хочу, чтобы все об этом знали, потому что он внес огромный вклад в развитие абхазской культуры. Вы поступили в Гнесинку на факультет академической музыки? Так Я называется поступила, факультет? да. Сначала я поступила на среднее звено при академии, это ускоренная программа, потому как я закончила Сухумское музыкальное училище по классу эстрады. Я никогда не планировала стать оперной певицей. То есть вся эта история началась, когда мне было 20 лет. То есть и благодаря сестре моего отца, которая безумно хотела, чтобы я стала оперной певицей. Это была ее мечта, можно сказать. Я, конечно, долго сопротивлялась, и в один день пришла к Манане Петровне, тоже безумно ей благодарна. Она сумела меня заинтересовать, и тогда моя жизнь, конечно, совершенно изменилась, и я сама изменилась, и я стала глубже чувствовать, ощущать музыку. Я ей за это очень благодарна. Мы стали делать с ней программу, и, получается, через год я уже поступила в Гнесинку благодаря Джансуху Ивановичу Чамагу. Возвращаясь к проекту «Голос»,
Что вам дал этот проект? Это хороших друзей, это связи, опыт, известность. Что? В первую очередь друзей. Хочу сказать, что у меня встречались действительно очень хорошие люди, очень хорошие ребята. И, безусловно, это опыт, это колоссальный опыт выйти на федеральный канал. Я была очень уверена в себе. Действительно, мое внутреннее психологическое состояние не было готово к такому масштабному проекту. Исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем. Мы летим, пристегнувшись от А что дальше? Вот проект закончился. Вы дошли до финала? Нет, я не дошла, я, получается, на дебатах уже, Ага. на дуэтах. Ну, тем не менее, вы там долго были в проекте, не сразу. Да, это длилось 2 месяца, 2 чудесных месяца. Дальше что? Дальше вы пробовали как-то найти работу или устроиться на работу в оперный театр России? Да, я прослушивалась различные театры России, действительно, но не сложилось. Вы знаете, было очень много таких переломных моментов в моей жизни, личного характера. Бывает такое, когда ты так высоко взлетаешь, и кажется, что ты уже у цели, да? И тут резко начинаешь падать. И то состояние, когда ты просто не чувствуешь почву под ногами. И я дважды столкнулась с такой ситуацией. И сейчас, оглядываясь назад, конечно, я ни о чем не сожалею, потому что я повзрослела, и я стала взрослой девочкой, что я была очень доверчивой, очень доверчивой. Получается, я перебила вас. Не-не-не, все нормально. Получается, вот кто-то проявил себя не очень порядочно по отношению к вам, кто-то предал. Почему вы падали с высоты? Почему вы доверились кому-то? Что это было? Можете еще немного раскрыть эти скобки? Я не могу так откровенно об этом говорить, пусть это будет так завуалировано, но я думаю, что всем все будет понятно. Что были конкретные люди, да, на тот момент мне казалось, что они действительно были заинтересованы в моем таланте. Но вы понимаете, что под этим скрывалось. Нечто другое. Вот тогда я перефразирую свой вопрос так. Опять-таки говорят, но не просто слухи, чтобы пробиться на самую такую высоту либо в шоу-бизнесе, либо на эстраде, чтобы стать великим артистом. На пути встречаются разные люди, и в том числе, особенно в российской среде, а может и не только в российской среде, встречаются люди, которые предлагают более близкие отношения, чтобы стать неким трамплином для того, чтобы артист вышел в люди и стал известным. С нечто таким вы сталкивались? Что-то такое было? Собственно, я это и подразумевала. Значит, я правильно поняла ваш посыл. Но и тем не менее ради известности, ради славы вы не смогли, получается, переступить через себя. Что же вас останавливало? Ваш менталитет, ваш народ, ваша родина, может быть, ваша мама, чье мнение для вас очень важно? Анна, это мой личный подход. То есть вы дальше нам ничего рассказывать не будете? Да, но я благодарна этой ситуации. Оглядываясь назад, я просто благодарна всему этому. Я с улыбкой вспоминаю об этом. Сегодня я здесь, на своей исторической родине. Я благодарна тому, что я работаю в Сухумской государственной филармонии, работаю в музыкальном училище, где я могу делиться своим опытом, тем, что я знаю. Это действительно ценно. Я не говорю, что на этом все заканчивается. Нет, что это потолок, что на этом заканчивается этап моего развития. Это неправда. У меня есть цели, у меня есть мечты. И я верю в чудеса.
Вы из горького опыта можете делать выводы, идти дальше. Да, конечно, безусловно. Я считаю, что я выросла просто на горьком опыте. После этих попыток сделать, да, карьеру артиста, вы вернулись домой, сейчас работаете в филармонии. Это что значит? Вы опустили руки перед трудностями или все-таки, может быть, ковид помешал вашим планам? Нет, ни в коем случае, я так не считаю. Я с удовольствием здесь нахожусь, я с удовольствием делюсь своим опытом, тем, что я действительно знаю. Сейчас вы в филармонии. Есть у вас планы, есть у вас какие-то цели именно вот в Абхазии? Да, безусловно, у нас есть очень интересные проекты, которые мы хотим осуществить. Кто это мы? Я сразу хочу знать. Кто рядом Мы с вами? Это наши талантливые артисты, вокалисты. Это Сида Шакая, Нана Черкезия, Нукзар Какалья, Елена Анква, Кристина Эшба. Потрясающие музыканты, которые работают в филармонии. Это наши пианисты замечательные, наши народные артисты. То есть у нас есть все инструменты для того, чтобы реализовывать очень интересные проекты. Но для этого нужна организационность, организация и коллективная сплоченность. Это необходимо. И для того, чтобы, конечно, безусловно, чтобы реализовывать те или иные проекты, нам нужна поддержка, нам нужны ресурсы. Поддержка какая? Вы имеете в виду ресурсы материальные? Материальные ресурсы, да. Вообще культура нуждается в поддержке государства. Это неотъемлемая часть. Вот у нас есть очень хорошие театры, филармония, дворцы культуры. Они отремонтированы, красивые. Это можно проводить разные культурные мероприятия. А в чем еще проблема? Людской потенциал есть, я так понимаю, талантливые артисты есть и старшего поколения, и ваше поколение молодых. Что, вот когда мы говорим о материальных вложениях, что это? Это очень большие суммы. Я не могу сказать, что это очень большие суммы, но тут зависит, конечно, от проекта, от масштаба проекта. Если это делать оперные постановки, тут, конечно же, декорации, костюмы, оркестр, те же приглашенные солисты. Ежегодно у нас в Абхазии, возможно, это мало кто об этом знает, у нас проходит замечательный фестиваль Гранд Опера Гала, который организовывает наш замечательный артист, талантливейший мой друг, выпускник Венской консерватории Саид Гобечи. И у него потрясающе это получается. Он такой организатор. Я так им восхищаюсь, так горжусь им. Вообще, я думаю, что у этого фестиваля хорошее будущее, хорошие перспективы. Я думаю, что получится очень красивая история с фестивалем. Вот вы рассказывали мне про богему. Это же фестиваль именно Гала, фестиваль богема. Да. Трудно было его организовать. Большие были финансовые вложения. Финансовые вложения, конечно, в этом смысле было очень непросто. Но Саид сумел найти неравнодушных людей. Был меценат Джумбер Леонтьевич Гибучава. Безумно ему благодарна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество и поддержку с его стороны. В этом году вы планируете продолжение фестиваля? Ну, если ковид не помешает, конечно, у нас есть очень хорошая задумка, уже и оперу наметили. Это будет опера? Да, это будет опера. Как интересно. Да, но все тайны раскрывать не буду, уже будет неинтересно. Про джаз. Вы сейчас поете? Я не могу сказать, что я предпочитаю петь только джаз. Вообще я слушаю самую разную музыку. Это та же Фитджеральд, Брайан Макнайт. Я не могу сказать, что я дома постоянно слушаю оперу. Это неправда. Я слушаю симфоническую музыку. Это второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Это 6-я симфония Чайковского.
То есть это самая разная музыка. Насколько это важно в формировании личности человека, если он слушает качественную музыку? И как определить качество? Что такое качественная музыка, которая влияет на сознание, на мышление человека? Ну, все мы разные, и у каждого свой вкус, у каждого свое восприятие. Если человеку нравится, и если его это вдохновляет, почему бы и нет? Ну, мне страшно подумать о том, что молодое поколение вдохновляет Моргенштерн. Я недавно обнаружила, что племянница с моим сыном, им по 11 лет, они говорят, не слушали Моргенштерна, не понимают, что это нехорошо. И что если узнают об этом взрослые, что их могут поругать. Но между собой это не Моргенштерна стиль и так далее. Я поняла, что они знают, что такое стиль Моргенштерна. А как привить вкус к качественной музыке? Мы все знаем, это уже общепризнанный факт, что человек формируется, его духовное начало формируется, если он слушает классику. Вот как привить эту классику, как популяризировать? Непосредственно посещать классические концерты. Я очень надеюсь, что у нас это будет происходить гораздо чаще в стенах филармонии. У вас сейчас в стенах филармонии проходят репетиции? Да, мы репетируем, и мы планируем очень хороший проект. И, дай бог, все реализуется, и вы это услышите. Вообще, Анна, вы знаете, я очень счастлива, что моя жизнь связана с музыкой, потому что музыка — это все. Музыка — это сама жизнь. Музыка — это величайшее из искусств, без которого невозможно жить, как без воды. И я считаю, что искусство очень положительно влияет на человека. Вот сказали, музыка влияет на человека. Вы Безусловно. слушаете разную музыку. Когда вы грустите, когда вы плачете или когда вам плохо, какую музыку вы слушаете? И когда вы счастливы, вы слушаете другую музыку? Да, я бы сказала, что я слушаю музыку под настроение. Вот когда вы за что-то переживаете, кого вы слушаете? Чаще это симфоническая музыка. А когда вы счастливы? Когда я счастлива, я слушаю поп-музыку, хорошую поп-музыку. Это может быть Уитни Хьюстон, Брайан Макнайт. А когда вы бываете счастливы? От чего вы можете быть счастливы? У вас хорошее настроение? Ну, вообще меня называют очень позитивным человеком. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что я занимаюсь своим любимым делом. И я счастлива, что мое призвание в искусстве, именно в музыке, потому что это волшебный мир. Вот вы, кстати, очень часто улыбаетесь. Это потому, что у вас красивая улыбка, вы об этом знаете, либо вы правда несете позитив? Нет, это действительно мой внутренний мир. Это мое внутреннее состояние, которое я транслирую. Я радуюсь мелочам, я учусь так жить, я пытаюсь себя трансформировать. И это тоже такой, я бы сказала, личностный рост. Я знаю, что вас воспитала мама, а когда вам было 4 года, не стало отца. Она сумела, как это говорят обычно, поднять своих детей на ноги, но вот она сумела поддержать вас и помочь вам реализовать себя, и вас в первую очередь всегда поддерживала. Вот я хочу услышать о вашей маме несколько слов. Я с большой благодарностью хочу выразить свою любовь мамочке, потому что когда она стала вдовой, ей было порядка 25 лет. Она осталась одна с 2 маленькими детьми. И я всегда восхищалась ее стойкостью, всегда восхищалась ее самоотверженностью. Как бы ни было сложно, она никогда этого не показывала. Она действительно меня поддержала, меня, посредством моего брата. Она вырастила нас, она подняла нас, она дала нам достойное образование. И по сей день она с нами и поддерживает нас во всех наших делах, выполняет все наши хотелки. У меня Абхазские замечательная женщины, они мама. сильные. Абхазские Они женщины мама. сильные, правда? Конечно, очень сильная. Я
Я очень восхищаюсь ей и благодарна ей за все, что она сделала для нас. Она посвятила всю свою жизнь нам с братом. Вы еще не семейная. Вы полностью всецело отдаете себя искусству, музыке. Вы думали об этом? Как вы считаете, семья будет как бремя для вас, для вашего творческого роста? Поэтому вы до сих пор не связали свою судьбу с мужчиной. Либо же вы ищете того, с кем любовь до гроба. Ну, во-первых, я очень изменилась. Если посмотреть назад и вспомнить, я была очень амбициозной девочкой. То есть мой фокус, конечно, внимания был на карьере, творчестве. А сейчас я стараюсь переместить свой фокус внимания на отношения. Если это будет хороший человек, если мы будем дополнять друг друга, понимать друг друга, если это будут максимально комфортные отношения, почему бы и нет? Что значит хороший человек? Не только там в мужчине, а вообще в целом. Что значит хороший человек? Я хочу, чтобы вы перечислили качества этого хорошего человека. Человек, который в первую очередь семьянин, заботливый, который будет разделять мои интересы. И я должна, конечно, безусловно, разделять его интересы. Все это должно быть взаимно. Вы как-то сказали, что надо прислушиваться, да, друг к другу и прислушиваться к мнению мужчины, и что он главный. Вы так считаете? Или это уже от себя я добавила, или вы говорили, что мужчина в отношениях Мужчина главный? главный, но во многом зависит от женщины, от ее состояния. Я вижу, как вы не очень хотите говорить на тему. Я и обещала вам, что мы не будем говорить о слишком так личных вещах, поэтому давайте я вас все-таки верну в искусство, там, где вам приятно, там, где вам комфортно. Есть востребованность у абхазской аудитории именно в такой классической музыке, в опере. Есть люди, которые хотят слушать оперу, ходить на классические концерты, на концерты классической музыки. Если касаться моего творчества, я могу смело сказать, что у меня есть своя аудитория, которая действительно любит мое творчество, и мне это очень важно, чтобы они приходили на мои концерты и, как это сказать, не то что вдохновлялись, чтобы они наполнялись моим творчеством. Я хочу приносить пользу. Вот у вас были поездки по России с концертами. Как принимали вас? Были ли полные залы? Принимали ли ваше пение, ваш талант? Вот, как вас встречали? Перед коронавирусом у меня были гастроли, значит, в Чебоксарах, это Чувашская опера. Затем это рождественский концерт в Саратовском оперном театре. Безумно красивая архитектура, прекрасная акустика. И хочется сказать, что приятнее всего было, когда меня объявляли солистка Сухумской государственной филармонии. Это было очень приятно, был переполненный зал. Большим успехом прошел концерт. По времени сколько длился концерт? Около Что 2 было в часов. вашем репертуаре? Около 2 часов? Я пела, да, оперные арии. Также был балет. 2 часа — это, наверное, много, это надо так выложиться, это, наверное, забирает очень много сил. Конечно, это очень энергозатратно. Ну, я вообще очень серьезно отношусь к своим выступлениям, ответственно подхожу к этому. Мне очень важно накануне не общаться, то есть погрузиться в себя, тот образ, который я хочу донести, то есть наполниться, чтобы выйти к зрителям уже наполненно и поделиться тем состоянием. Что может вас опустошить так, чтобы вы не смогли бы петь? Вы вообще ранимый человек? Я очень ранимый человек, да, я очень ранимый человек, но редко это проявляю, показываю. Вы наверняка бережете свой голос. Вот какие приемы вы используете? Я бы не сказала, что я берегу свой голос. Я ем острое, пью холодное,
Да, я совершенно спокойна. А так можно? Вы не боитесь, не щадите? Нет. В ближайшее время какие у вас планы? Ну вот есть проекты, связанные с филармонией, да, но опять же мы зависим от ситуации. Тяжело сейчас артистам. Да, да, но мы не сдаемся, мы в строю, мы работаем, готовимся, делаем репертуар. Вы получали образование и в России, в Абхазии, а потом в России. И я хотела узнать ваше мнение. Какое образование дают в нашем музыкальном училище? У вас есть опыт, и вы можете сравнить. Это очень высококачественное образование, я бы так сказала. У нас замечательные педагоги. Сейчас одну историю хочу вспомнить. Я всегда с большой теплотой вспоминаю урок сольфеджио. Училась я у народного артиста, композитора Леонида Васильевича Чепелянского. И он часто любил со мной музицировать и писал мне песни. У меня есть такой прекрасный романс, который очень редко исполняю, исполняла очень давно. Надо его внести в репертуар. На слова Евтушенко. Я вообще очень люблю творчество Евтушенко, его стихи. Мне это запомнилось. Называется романс «Остановись». Ну, такой текст замечательный. Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, и каются не спеша. Что такое? Ну, хотя бы там пару строчек можно выложить, но я действительно очень люблю Евтушенко, и я сейчас вспомнила, что этот романс действительно нужно мне внести в свой репертуар. Очень красиво, который Для вас не просто важна музыка, но и слова, стихи для меня очень важно. И Леонид Чепелянский, он, конечно, чувствовал мой внутренний мир и немало написал для меня песен. Вам в Сухумском училище дали хороший толчок. Хороший толчок, это было очень качественное образование. И прежде чем завершить нашу передачу, я не знаю, может быть, не все артисты любят, когда их просят там спеть что-то во время интервью, либо это может быть звучать не очень корректно. Я приму, если вы откажетесь, но я буду очень рада, если вы что-нибудь нам для настроения в конце беседы что-то скажете, споете. Я сегодня не распевалась, но я попробую. Но самое главное, чтобы пела душа. Прям дрожь по коже. У меня вот, когда я слышу эту песню, у меня всегда слезы на глазах. Ребята, выключаем камеру, я хочу вас обнять. Спасибо за интервью. Вы запели, вот я чувствую, вот прям. Ну, я понимаю, что у меня сейчас не было голоса, что голос еще спит, потому что голос нужно распевать. Да. Это тоже та же тренировка мышц, как у спортсмена. Но пела душа, я настолько это искренне хотела вам передать, это мое настроение. Да. Что может быть чудеснее, прекраснее вот это всего? Да, это вдохновение. Да, нам всегда хочется чего-то большего, оказаться там, нам кажется, там лучше, но нет, мы должны быть счастливы здесь. И у нас по традиции такой блиц-вопросник. Я задам вам короткие вопросы, вы также коротко мне отвечаете. Это для того, чтобы немного так разбавить наше интервью. На какой сцене мечтаете выступать? Я уже счастлива, что у меня есть сцена, у меня есть своя публика.
Но, безусловно, я хочу выступать на лучших площадках мира. Назовите хотя бы одно, вот самое-самое, где бы вы хотели выступить. Ну, начать можно с Кремлевского дворца и закончить Карнеги-холл. Мы всей съемочной командой поддерживаем, чтобы все это произошло. Спасибо, Анна. Какое количество зрителей вы хотели бы собрать на свой концерт? Ну, здесь, наверное, не важно количество, важно настоящие преданные слушатели, которые действительно любят тебя, любят твое творчество. А я для этого буду стараться работать над собой и дарить им эту радость. Если не музыка, чем вы еще увлекаетесь? А я иной судьбы, иной жизни не представляю. Лишь только музыка является моим существованием, моей жизнью. И я счастлива, что я служу культуре. Счастлива в И музыке. я счастлива в музыке, да. Апсуэвепха абрыжы хачияева. Аж разжуа и подтахивает. Запсад гилсчедзес, загейтшедзет. Это была проверка вашего абхазского языка. И вот чисто женское любопытство. У вас роскошные волосы. Это дар природы или все-таки такой ваш кропотливый труд и уход? Я бы сказала, это дар природы и мой кропотливый труд. Как и талант. Ну, собственно, так и есть, да. Вообще для меня очень важную роль играет то, как выглядит артист на сцене. Потому что в первую очередь это уважение к зрителям. То, как выглядит артист, зависит восприятие публики. Вы с этим согласны? Я абсолютно с вами согласна. Вы выглядите великолепно. Спасибо Стараюсь. вам за интервью. Спасибо и удачи. Благодарю, Анна. Благодарю за проявленный интерес.